Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования начинает серию вебинаров, посвященных республиканской системе оценки качества образования в образовательной организации. И первый наш вебинар – методическое сопровождение республиканской системы оценки качества образования в образовательной организации. Тема повышения качества образования тесно связана с задачами национального проекта в сфере образования. Мы с вами знаем, что президент поставил перед нами задачу обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитать гармонично развитые социально ответственные личности на основе духовно-нравственных ценностей. В 2024 году мы должны обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Из чего же складывается качество общего образования в понимании нашего правительства? Прежде всего, это лидирующие позиции в международном исследовании математического и естественно-научного образования TIMSS. Это повышение позиций в международной программе по оценке образовательных достижений по естественно-научной грамотности PISA. Поэтому это наши с вами первоочередные задачи. В нашей республике сформирована программа развития системы качества образования. Здесь представлены основные исходные позиции, на которых базируется программа. Это, конечно, федеральная субсидия, которую получила республика на реализацию мероприятия по развитию национальной и региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Это федеральная субсидия, которую уже с 2017 года республика получает на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования. И это субсидия, которую в 2016 году республика получала из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственным образовательным стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 года. То есть вот все эти программы, они заложили основу для разработки новой модели республиканской системы оценки качества образования. Те оценочные процедуры, которые проходят в наших образовательных организациях, это всероссийские проверочные работы, это национальное исследование качества образования, это государственная итоговая аттестация, это итоговое сочинение изложения, это ЕГЭ. Все это должно нами учитываться, результаты этих оценочных процедур, для того, чтобы осуществлять определенные управленческие действия, для разработки адресных программ поддержки школ, для определения направлений повышения квалификации педагогов и, конечно, для совершенствования методической работы внутри образовательной организации на муниципальном и республиканском уровне. Сегодня развивается единая система оценки качества образования. Вот здесь представлен алгоритм. Сначала идет оценка уровня подготовки обучающихся, уровня квалификации учителей, региональных инструментов управления качеством образования. Оценивается отношение к образованию школьников и их родителей через процедуры ГИА, сочинения, НИКО, ФПР, международные исследования, исследования компетенции учителей, проводится региональный мониторинг и другие исследования и опросы. Результаты подвергаются тщательной аналитике как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. И затем следуют определенные управленческие действия, направленные на повышение объективности оценки образовательных результатов, на изменение работы институтов повышения квалификации, совершенствование методической работы, реализацию адресных программ помощи школам, развитие механизма назначения руководителей образовательных организаций, распространение позитивных школьных практик. В конечном итоге нашей с вами целью является повышение качества образования. Система оценки качества образования складывается из оценки результатов и оценки инструментов. И вот здесь обозначены основные направления оценки, которые заложены в основу республиканской системы оценки качества образования. Это методическая база республиканской системы оценки качества образования. Это система обеспечения объективности оценки образовательных результатов.
Это система оценки эффективности руководителей образовательных организаций общего образования. Конечно же, это система повышения квалификации педагогов. Это система методической работы, система работы со школами с низкими образовательными результатами, система развития талантов и система профориентации. Модель республиканской системы оценки качества образования утверждена приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 9 января 2019 года, приказ номер 1П. Модель республиканской системы оценки качества образования устанавливает цель, задачи и структуры республиканской системы оценки качества образования на территории Республики Коми. Эта модель распространяется на организации, которые осуществляют образовательную деятельность и реализуют образовательные программы дошкольного, общего и среднего профессионального образования, то есть образовательные организации. На следующем слайде представлены цель и задачи республиканской системы оценки качества образования. Целью создания республиканской системы оценки качества образования является совершенствование системы управления качеством образования в Республике Коми, а также обеспечение участников образовательных отношений и общественности в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, о состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях ее развития. И 4 основных задачи, которые реализует республиканская система оценки качества образования. Во-первых, это формирование комплекса измерителей, которые позволяют получить достоверную информацию о качестве образования. Вторая задача – это обеспечение открытости и доступности проводимых оценочных процедур. Третья задача – это создание системы независимой внешней оценки качества образования с участием общественных институтов. И четвертая задача – это обеспечение качественного анализа и использования результатов оценочных процедур. Субъектами республиканской системы оценки качества выступают вот следующие 5 основных групп. Во-первых, конечно же, это Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Именно министерство формирует единые концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает реализацию контроля и внешней оценки качества образования на республиканском уровне, координирует работу различных структур, деятельность которых непосредственно связана с вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития республиканской системы образования, на основе которых принимаются управленческие решения по совершенствованию качества образования в Республике Коми, а также контролирует работу по функционированию республиканской системы оценки качества образования. Вторым субъектом выступают органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Они обеспечивают проведение процедур в рамках внешней оценки качества образования на муниципальном уровне и осуществляют функционирование муниципальной системы оценки качества образования. Следующим субъектом выступают образовательные организации. Образовательные организации самостоятельно организуют и проводят внутреннюю оценку качества образования на уровне своей образовательной организации и создают условия для проведения в образовательной организации процедур внешней независимой оценки качества образования. Следующим субъектом выступает государственное автономное учреждение Республики Коми, Республиканский информационный центр оценки качества образования, РИЦОКО. Именно он осуществляет организационно-технологическое сопровождение функционирования республиканской системы оценки качества образования, разработки, формирования и апробации измерительных материалов для оценки качества образования, инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества образования, информационное обеспечение функционирования республиканской системы оценки качества образования, а также организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования в Республике Коми. Еще одним субъектом республиканской системы оценки качества образования выступает Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. Институт осуществляет повышение квалификации руководящих и педагогических работников, научно-методическое сопровождение процедур оценки качества образования и разработку аналитических материалов по функционированию республиканской системы оценки качества образования. В структуру республиканской системы оценки качества образования входят подсистемы оценки качества образования на 3 уровнях. Во-первых, это уровень дошкольного образования, во-вторых, это уровень общего образования, и в-третьих, это уровень среднего профессионального образования. Каждую из этих подсистем можно описать, используя следующие показатели. Первый показатель – это объекты оценки.
Сюда включаются образовательные организации, образовательные программы, индивидуальные достижения обучающихся и деятельность педагогических работников с указанием аспектов оценки. Это условия, это процессы и это результаты. Вторым показателем выступают субъекты оценки, те, которые были перечислены на предыдущем слайде: министерства, органы местного самоуправления, РИЦОКа, КРИРО, образовательная организация, а также общественность. Третий показатель – это оценочные процедуры и инструменты оценки. Сюда включаются внутриучрежденческие процедуры, самообследование, функционирование внутренней системы оценки качества образования, внешние оценочные процедуры, общие для всех уровней образования, такие как лицензирование, государственная аккредитация, государственный контроль, надзор, независимая оценка качества оказания услуг, удовлетворенность населения предоставлением услуг, аттестации педагогических работников, конкурсы профессионального мастерства и имеющую свою специфику в дошкольном образовании – это лонгитюдные исследования, а в общем образовании – это ВПР, ГИА и другие. Третий показатель, входящий в систему оценочных процедур и инструментов оценки – это инструменты оценки в каждой оценочной процедуре. Это мониторинг, это диагностика, исследование, контрольная работа, аттестация, экзамен и другие. И, наконец, четвертым показателем системы оценки качества образования республиканской выступают механизмы управленческого воздействия по результатам оценки. То есть те управленческие решения, которые вырабатываются образовательной организацией, это общественное мнение, а также общественное признание. Сегодня мы с вами говорим о подсистеме оценки качества образования на уровне общего образования. Объектом оценки на уровне общего образования выступает уровень качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Коми. При оценке качества содержания основных общеобразовательных программ рассматривается соответствие их структуры, объема и содержания основной общеобразовательной программы требованиям ФГОС общего образования. При оценке качества условий организации образовательного процесса рассматривается обеспеченность общеобразовательной организации кадровыми, материально-техническими, финансовыми, психолого-педагогическими, информационно-методическими условиями. И при оценке качества образовательных результатов рассматривается уровень освоения обучающимися основных общеобразовательных программ, а также удовлетворенность родителей, обучающихся качеством образовательных услуг. Субъектами оценки качества образования на уровне общего образования выступают министерства, органы местного самоуправления, РИЦОКа, КРИРО, общеобразовательные организации и общественность. Рассмотрим, в чем заключается роль каждого из этих субъектов. Министерство оценивает качество образования по следующим направлениям. Это в рамках проведения процедур лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля надзора, внешних оценочных процедур, Всероссийской олимпиады школьников, аттестации педагогических кадров, проведения конкурсов профессионального мастерства. Органы местного самоуправления оценивают качество общего образования в рамках ведения муниципальной системы оценки качества образования. РИЦОКа оценивает качество общего образования в рамках проведения мониторинга системы общего образования, подготовки аналитических материалов по результатам участия обучающихся педагогических работников в общеобразовательных организациях во внешних оценочных процедурах. КРИРО оценивает качество общего образования в рамках формирования научно-методической основы республиканской системы оценки качества общего образования, подготовки аналитических материалов по результатам участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, экспертных заключений по результатам аттестации и конкурсов профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций. Общеобразовательные организации оценивают качество общего образования в рамках ведения внутренней системы оценки качества образования. Общественность участвует в оценке качества общего образования в рамках участия в независимой оценке качества деятельности общеобразовательных организаций. Очень важный момент, который прописан в модели республиканской системы оценки качества образования, это непосредственно оценочные процедуры и инструменты оценки. Рассмотрим внутриучрежденческие процедуры. В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования общеобразовательной организации проводятся такие оценочные процедуры, как самообследование,
которая включает оценку образовательной деятельности, систему управления организацией, содержание и качество подготовки обучающихся, организацию учебного процесса, востребованности выпускников, качество кадрового учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации. Далее это текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся, внутришкольные контрольные работы, которые проводятся с целью выявления уровня освоения обучающимися основной общеобразовательной программы. И это, конечно, внутришкольный контроль осуществления образовательного процесса. Все это были перечислены внутриучрежденческие процедуры. Вторая группа оценочных процедур – это внешние оценочные процедуры. К ним относятся процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, осуществление государственного контроля надзора в сфере лицензионного контроля образовательной деятельности, в рамках которых осуществляется оценка условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организациями. Это государственная итоговая аттестация обучающихся, которая представляет собой форму оценки уровня освоения обучающимися основных образовательных программ в соответствии с требованиями стандарта общего образования и является обязательной для обучающихся 9 и 11-12 классов, независимо от формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования. Следующее – это всероссийские проверочные работы, которые представляют собой комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения. Именно всероссийские проверочные работы позволяют осуществить диагностику достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями на всех уровнях общего образования. Следующая внешняя оценочная процедура – это национальные исследования качества образования, НИКО. Они предусматривают проведение в системе общего образования выборочных исследований качества образования по отдельным учебным предметам или группам предметов на всех уровнях общего образования. Планируемая частота проведения исследований, заложенная в модели, не реже 2 раз в год. Каждое исследование представляет собой отдельный проект, в рамках которого, помимо написания школьниками диагностических работ, осуществляется также анкетирование, сбор и анализ широкого спектра контекстных данных. Участники НИКО отбираются по репрезентативной выборке с частичным квотированием по федеральным округам, видам и типам образовательных организаций на основании специально разработанной методики. Следующую группу внешних оценочных процедур составляют международные сопоставительные исследования качества образования, такие как PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, PIAAC. Они проводятся в целях сравнения и выявления особенностей образовательных систем разных стран, а также для оценки эффективности стратегических решений в области образования. Эти исследования проводятся циклично, один раз в несколько лет. Организаторами являются Международная ассоциация по оценке учебных достижений и Организация экономического сотрудничества и развития. В каждой стране по определенным алгоритмам формируется выборка участников, которая является репрезентативной в рамках отдельно взятой страны. В зависимости от исследования участниками являются обучающиеся либо начальной и основной школ в исследованиях PISA, TIMSS и PIRLS, либо учителя и директора образовательных организаций исследований TALIS, либо взрослое население от 16 до 65 лет – это исследование PIAAC. Следующая группа внешних оценочных процедур – это исследование компетенций учителей. Они проводятся в рамках формирования национальной системы профессионального роста педагогических работников, разрабатываемые в рамках исследований компетенций учителей модели уровневой оценки компетенций способствуют выстраиванию системы адресного повышения квалификации педагогов. Следующая группа внешних оценочных процедур – это региональные проверочные работы. Они предполагают оценку качества учебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми и проводятся в формате внутреннего мониторинга с внешними измерителями. Основными задачами региональных проверочных работ является получение объективной и достоверной информации о состоянии качества общего образования, повышение информированности общественности о деятельности региональной и муниципальной системы общего образования,
общеобразовательных организаций и стимулирование всех участников образовательных отношений на конкретные действия, направленные на повышение качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Следующим внешней оценочной процедурой выступает Всероссийская олимпиада школьников. Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года за номером 1252 об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится с целью выявления и развития обучающихся творческих способностей и развития интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, а также для того, чтобы осуществить отбор лиц, проявляющих выдающие способности в освоении учебных предметов. Еще одним важным моментом в реализации внешних оценочных процедур является аттестация педагогических работников, которая осуществляется в соответствии с порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года за номером 276 об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Аттестация направлена на оценку профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления соответствующей квалификационной категории. И, наконец, также к внешним оценочным процедурам мы можем отнести проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников общеобразовательных организаций. Это республиканские этапы всероссийских конкурсов «Учитель года», «Педагог-психолог», «Учитель здоровья», федеральные республиканские этапы конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, республиканский конкурс «Классный-классный» и другие конкурсы. Осуществляются конкурсы с целью выявления уровня профессиональной компетенции педагогических работников. Итак, мы с вами рассмотрели внутриучрежденческие и внешние оценочные процедуры. Далее поговорим об инструментах оценки, которые используются в каждой из этих процедур. В рамках проведения внутриучрежденческих процедур используются показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года номер 1324 об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию, и измерительные материалы, разработанные непосредственно самой общеобразовательной организацией. В рамках проведения внешних оценочных процедур используются следующие инструменты оценки. Это экспертные и проверочные листы для проведения процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, осуществления государственного контроля надзора в сфере лицензионного контроля образовательной деятельности. Это контрольные измерительные материалы, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, другими организациями для проведения ГИА, ВПР, НИКО, международных исследований, исследований компетенции учителей, региональных проверочных работ, а также анкеты для участников образовательных отношений для проведения национального исследования качества образования. Следующим внешним инструментом для проведения внешних оценочных процедур выступают задания для проведения школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, разработанные соответственно муниципальными, республиканской и центральной предметно-методической комиссиями. Следующим инструментом оценки выступают экспертные заключения по результатам оценки результатов профессиональной деятельности педагогических работников и протоколы и сводные ведомости по итогам оценивания членами жюри конкурсных мероприятий для педагогических работников. После того, как мы с вами приняли участие в различных исследованиях, получили определенные результаты, мы эти результаты анализируем и осуществляем определенные механизмы управленческого воздействия по результатам оценки. Каковы же эти механизмы на уровне общеобразовательной организации? Конечно же, это совершенствование внутренней системы оценки качества общего образования. Очень важной задачей, которая вытекает из полученных результатов, является повышение профессиональной компетентности педагогов. Это может быть осуществлено через разработку и реализацию программ помощи учителям, которые имеют профессиональные проблемы и дефициты. Иногда
требуется внести определенные изменения в основную общеобразовательную программу в части корректировки учебных планов и рабочих программ учебных предметов. Далее может потребоваться разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества образовательных результатов обучающихся. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества условий образовательной среды. Далее рекомендуется разработать и реализовать план мероприятий по обеспечению преемственности начального и основного общего образования как на организационном, так и на содержательном и на методическом уровнях. Также на уровне общеобразовательной организации одним из механизмов управленческого действия является разработка и реализация плана мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных предметов. То есть вот эти механизмы управленческого воздействия рекомендованы республиканской моделью оценки качества образования для осуществления управленческого воздействия по результатам оценки на уровне общеобразовательной организации. На уровне органов местного самоуправления в модели прописаны следующие механизмы. Это совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования. Это принятие управленческих решений, направленных на совершенствование качества общего образования. То есть это могут быть мероприятия, которые направлены на повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников, совершенствование работы муниципальной методической службы, а также адресная методическая помощь общеобразовательным организациям и другие мероприятия. Следующий механизм выступает совершенствование работы муниципальных методических объединений и совершенствование системы работы по выявлению, сопровождению и развитию обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных предметов. То есть вот эти механизмы управленческого воздействия в модели республиканской системы оценки качества образования прописаны для каждого субъекта республиканской системы оценки качества образования. Да, и на следующем слайде представлены механизмы управленческого воздействия по результатам оценки на уровне Коми Республиканского института развития образования. Это разработка дополнительных профессиональных программ, повышение квалификации для руководителей педагогов общеобразовательных организаций, в том числе по оказанию адресной методической помощи педагогам и руководителям по реализации федеральных государственных образовательных стандартов. И сегодня мы действительно реализуем очень много подобных программ. У нас даже разработан проект по адресной методической поддержке школ в достижении образовательных результатов по образовательным предметам, в котором в программу входит разработано 27 модулей по практически всем предметам, которые выходят на государственную итоговую аттестацию. Не очень активно некоторые муниципалитеты принимают участие в реализации данных программ, но мы приглашаем всех к участию. Далее это, конечно же, разработка содержания и форм адресной методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов. И в рамках этого механизма мы организуем различные мероприятия в виде семинаров, вебинаров, другие формы реализуем. Также это и индивидуальные консультации, групповые консультации. Оказание методической консультативной поддержки руководящих педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Далее это проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогов общеобразовательных организаций по реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Сегодня у нас разработаны инструменты для проведения диагностики, которые позволяют педагогам выявить профессиональные дефициты, связанные с формированием предметной компетентности по различным учебным предметам, методической компетентности, психолого-педагогической компетентности, коммуникативной компетентности и также ИКТ-компетентности. Вы можете организовать прохождение диагностики в своих образовательных организациях и проанализировать полученные результаты. Тесты автоматизированные, и каждый педагог, прошедший диагностику, получает итоговые результаты. Также, конечно, это организация деятельности республиканских методических объединений педагогов общеобразовательных организаций. Сегодня у нас действует уже 24 республиканских методических объединения и на уровне общего образования, и на уровне дошкольного образования, а также методическое объединение педагогов-психологов, педагогов-дефектологов,
Сейчас мы работаем над созданием методического объединения классных руководителей. На портале «Открытое образование» можно зарегистрироваться в республиканское методическое объединение и муниципальные методические объединения. Регулярно проводятся собрания республиканских методических объединений с видеотрансляцией, и все видеозаписи размещаются в разделе «Видеозал» на сайте Института развития образования. На портале также размещаются новости из жизни, скажем так, и деятельности республиканских методических объединений. Призываем вас активно включаться в работу республиканских методических объединений. Также важным механизмом управленческого воздействия на уровне Института развития образования является реализация мероприятий по повышению качества образования общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях или демонстрирующих стабильно низкие результаты. Это наш проект «Эффективная школа», который мы реализуем уже 3-й год. В этом году у нас в проекте 54 школы-участника и 20 школ-лидеров в каждом муниципалитете. И сейчас мы буквально сегодня, несколько минут назад, отправили заявку на ближайшие 3 года, чтобы Республика Коми вновь была включена в этот проект по повышению качества образования в школах с низкими результатами, школах, функционирующих в сложных социальных условиях. И, конечно же, это совершенствование информационно-методического сопровождения деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, сопровождению и развитию обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных предметов. На уровне министерства в модели описаны следующие механизмы управленческого воздействия по результатам оценки. Это организация деятельности республиканских инновационных площадок, направленных на обновление содержания в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Сегодня у нас действует более 30 площадок, которые работают как раз над вопросами обновления содержания в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Это организация проведения республиканских мероприятий по развитию инновационной деятельности общеобразовательных организаций в Республике Коми. Это обобщение и распространение опыта эффективных муниципальных моделей оценки качества образования, включающих общеобразовательные организации, показавшие высокие результаты. Это повышение качества деятельности общеобразовательных организаций через проведение республиканских мероприятий и организацию их участия во всероссийских конкурсах. Это планирование контроля надзорной деятельности, применение рискоориентированного подхода. И, конечно, это совершенствование комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и развитие обучающихся, проявляющих выдающие способности в освоении учебных предметов. Аналогичные механизмы прописаны также и на дошкольном уровне образования, и на уровне среднего профессионального образования. Вы можете с моделью ознакомиться. Представлен документ на портале «Открытое образование Республики Коми». Чуть позже я покажу, где можно будет его найти, если вы с ним еще не знакомы. Конечно же, он был направлен во все образовательные организации. И на уровне общественности предлагаются следующие механизмы. Это общественное участие в оценке контроля качества общего образования и придание гласности и открытости результатов оценки качества общего образования через участие в форумах, конференциях, конкурсах, дискуссионных площадках и так далее. Последний слайд, предпоследний, представляет в схематичной форме республиканскую систему оценки качества образования. Да? То есть вот здесь обозначены все субъекты оценки качества образования, это и образовательные организации всех уровней, это и министерство, и РИЦОКа, и КРИРО, и органы местного самоуправления, и те внешние и внутренние оценочные процедуры, которые заложены в модель республиканской системы оценки качества образования. На последнем слайде представлены те мероприятия, которые были заявлены в 2018-2019 учебном году, и сегодня мы можем говорить уже о том, что многие из них выполнены, а над какими-то предстоит работать еще и в следующем учебном году. Это проведение детального анализа результатов государственной итоговой аттестации и оценочных процедур. Это определение перечня образовательных организаций, которые показывают аномально низкие результаты, и работа по повышению качества образования в этих образовательных организациях и также в организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
качестве результатов работы выступает разработка и реализация адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников с учетом учебных дефицитов обучающихся и потребностей педагогов. Вот буквально сейчас у нас в рамках проекта «Эффективная школа» идет мониторинг качества преподавания, мониторинг внешних и внутренних условий функционирования школы. И также образовательные организации, включенные в проект, приглашены для того, чтобы пройти диагностику профессиональных дефицитов. По итогам мониторинга будут разрабатываться нами адресные программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников, а образовательные организации, входящие в проект, будут разрабатывать программу перевода школы в эффективный режим функционирования. Следующим результатом выступает организационно-методическое сопровождение муниципальных методических служб, создание системы консультационной поддержки управленческих и педагогических кадров образовательных организаций, сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения. Да, вот сейчас уже мы знаем, что в некоторых муниципалитетах школы-участники проекта и школы-лидеры уже заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Эффективная школа». Это создание 24 республиканских методических объединений педагогов с целью совершенствования технологий обучения и улучшения результатов и организации их деятельности. Это обеспечение деятельности интерактивной платформы «Мобильный методист». В рамках проекта «Эффективная школа» она у нас активно работает. На ней размещены и нормативные документы, и методические материалы, и там организовано взаимодействие школьных команд. Также это деятельность Республиканского ресурсного центра по работе с учителями сельских школ по подготовке учителей-тьюторов и реализация программы модернизации профессиональных образовательных организаций Республики Коми на 2018-2020 годы. Так, уважаемые коллеги, я обещала вам показать, где мы с вами можем найти приказ об утверждении модели республиканской оценки качества образования. Он размещен у нас на портале «Открытое образование Республики Коми». Можно через сайт КРИРО на этот портал перейти, либо по адресу komi.edu.ru. В разделе «Система образования» подраздел «Нормативные и правовые документы». И вот он здесь вторым номером, пока вторым номером идет. Все самые новые документы, они будут в начале, да, те, которые были приняты ранее, они уходят в конец. Приказ об утверждении модели республиканской системы оценки качества образования. Здесь он прикреплен, вы можете с ним ознакомиться, вы можете его скачать и должны использовать в своей практике. Уважаемые коллеги, если у вас на данный момент какие-то вопросы, вы можете задать их в чате. Если вопросов нет, вы можете задать их нам непосредственно на электронную почту, можете нам звонить по нашим телефонам Республиканский институт развития образования. На все вопросы мы постараемся вам ответить. Наш цикл вебинаров будет продолжен сегодня в 16 часов вебинаром, посвященным международным исследованиям качества образования. И на следующей неделе, 18 июня, у нас также будет еще один вебинар, который будет посвящен вопросам методического сопровождения образовательной организации по результатам региональных проверочных работ. Ждем вас на последующих наших вебинарах. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Удачи нам в реализации модели республиканской системы оценки качества образования.